Все, тихо. İzmir'de şey olacaksınız. İzmir'de приветствие взято из эпоса, как приветствуют друг друга. İzmir'de я представляю, презентую себя. Это разум, сознание, минде во мне, то есть разум во мне, то есть я себя презентую, вы отвечаете из миндо, и у нас общение. То есть это взято из Алтер-Нумах. Ну, можно проверить это слово изичок. Ну, человек не домогает, изичок это объясняет. Але изрек, разум не в порядке. Вот же как вы знаете, любое наше сказание начинается со слов «Сели поступить друг другу», то есть с момента сотворения. Роль автономных в нашей жизни. Вот примерно вот в вашем возрасте, видимо, когда уже начался читать, читал в нашей газете «Автономных». И у нас не было телевизора, представление было так фантастическое, фильмы смотрел. Вот, когда уже сейчас в школе, я узнал эти иллюстрации Владимира Тодока, автора Нумах. Вот издание есть у нас Раховец. Обратите внимание вот на эти картины. Это представление нашего художника Виталия Николаевича Козласова о сотворении нашего мироздания, нашей Земли, и откуда это все началось. Чатхан Степан Семенович Кадышев, сын Семена Кадышева, как он объяснил нам, перед исполнением сказания он положил на пол чатхан и ставил перед чатханом пиалу с водой. Мы спрашивали, почему это так. Объясняет, что само название инструмента чатхан рисуется слово ат, конь. Он перед сказанием поил своего коня. То есть, если говорят, показать технику игры на инструменте, адагну чорогн көспирт. Чатхан расшифровывает сложное составное слово чатхан из трех частей. Ча — это дословный перевод война, а конь, хан, в данном случае как божество. Конь хана для подвигов, для божественных подвигов. Вот таким образом оно шифровывается. Наверное, попросим сразу Харатая показать звучание инструмента. Следующий наш инструмент, который используют наши сказители, это хомус. Этому хомусу 150 лет. Кедр, верх дека — это кожа, струны — плетеный конский волос. Харатай сделал копию этого инструмента.
здесь он расскажет про этот инструмент сам. Ну вот я когда учился у Петра Яковлевича делать инструменты, увидел вот этот инструмент и заинтересовался, думал, как оно звучит. Ну, все, наверное, думают, что она вообще не звучит, плохо звучит. Вот я решил его скопировать, вот мерки снял. Вот. Здесь были раньше из конского волоса струны, а сейчас это бараний кишок. Я также думаю, что бараний кишок вообще не звучит, не было инструментов, которых струны были из бараньих кишков. Также вот читал, когда вот, и вот воплотил эту легенду, так сказать, письма, когда писали были. Вот. Оказывается, бараний кишок тоже звучит, как и конский волос. Хади курткузын сынамы. Хади болгызын. Сначала, кишок вот такой берется, разрезается и переворачивается. Там есть жирок маленький такой. Ее выдавливаешь, жирок этот. Выдавил и потом скручиваешь и на растяжку ставишь. И она высыхает. Сушишь. Да. Высыхает и все, она готова. Но я около 5 баранов уже когда колол, и не каждая подходит. Надо определенный какой-то найти. Или старого. Вот, по возрасту. Да. Возраст Либо зависит, вот имеется. здесь вот у молодого барана я взял. Некоторые рвутся сразу, а некоторые прочные. Сразу не найдешь. А строй? А строй здесь соль 10, ре-10. Инструмент, которое из кожи, оно близко к человеку, нежели к дереву. У старого инструмента на обратной стороне есть отверстие. Это, наверное, самое интересное, которое то, что мы открыли. Во время исполнения на инструменте это было так случайно, потом выясняется, что это ничего случайного нет, это просто потерянное знание возвращается. Инструмент, на обратной стороне инструмент, отверстие приходится в район живота. И во время исполнения идет, как объяснил дедушка, состояние души озвучивается через этот канал, все понимают, Bluetooth, да? И 3 года думал над этим, что это такое. Это по принципу искусствования дыхания рот в рот. Вот это отверстие приходится в рту, и такая вот замен получается. Это было холодно, в машине играл, и тепло пошло по телу. И инструмент дал мне силы. То есть получается индивидуальный физиотерапевтический прибор. А все наши инструменты это как физиокабинет. Вот их мы держим в коленях и как бы тут уже понятие чакры и центры подпитывает нижнюю часть, хомус среднюю часть, когда во рту пересохло. Взял Тимир Хомус, начал играть и слюну выделились от вибрации. То есть наши инструменты как бы трехчастное разделение Тимир Хомус, Хомус и их. У всех форма единая. Когда-то я тоже сам изготовил инструмент.
что пронизывает звук этого инструмента. Как мы знаем, в нашем мировоззрении все вокруг живое. То есть с инструментом надо договариваться. Если кто-то поиграл на чужом инструменте, хозяин сразу чувствует, кто другому инструмент. Вот у нас окуневские, личины окуневской культуры как бы образно подошли, душа инструмента показана. Хомус, Кимер Хомус, вот этот хомус изготовлен с иллюстрацией Владимира Тодыкова «Алых Турнумах». Вот мы берем информацию оттуда. Он был трехструнный, мы потом сделали двухструнный. Вот по рисунку Владимира Тодыкова изготовлен этот инструмент. Как вы видели, кожаная дека и деревянная. Из ели, из кедра. Процесс изготовления инструмента нашим лесникам пришел наш земляк и говорит, мне говорит, нужен инструмент сделать, мне нужно дерево. Ну, не жалко, говорит, возьми. Он стоял, слушал тайгу и пошел. Один пошел. Он услышал то дерево, нашел это дерево среди вот этой. И таким образом он находит нужное дерево. Каким образом изготавливается на сегодняшний день кусок кедра, вычерчивается форма, встукивается, форма придается, приклеивается гриф. Всего 2 склейки. Вот гриф уже обработанный, дека приклеена. Вот это в процессе инструмент. Вот этот инструмент изготовлен в форме той птицы. Сейчас я покажу на картинке. С момента сотворения это как тот черпак. В казане все мутилось. Оно, у нас все известно, все написано, превращается в утку. И эта утка достает со дна воды то нечто, которое стало началом земли. Летящая птица. В нашей мифологии объясняется, каким образом в нашу жизнь пришли инструменты. В принципе, нет автора, который изготовил инструмент, придумал инструмент. Дали эльфы, гномы, духи, то есть за что-то, за доброе сердце, хороший поступок. Вот в этой картине Виталий Николаевич отметил, у нас сохранилась эта легенда. 2 охотника, в одном варианте, в другом варианте 2 богатыря, решили проверить, кто из них сильнее удачливый. И решили построить мост. И уговор был не разговаривать. И во время работы они услышали какие-то звуки, голос, пение. И они увидели девушку, которая держала в руках нечто, пела. Они, забыв об уговоре, подошли к этой девушке и спросили, кто ты? Она, их увидев, разбивает о скалу то, что держала в руках,
и исчезает с белыми. Так называл он. Два охотника по отмете на скале видели, это, так скажем, первый мастер-класс. Она сыграла, они посмотрели, сделали копию, то, что видели, и таким образом этот инструмент пришел в нашу жизнь. Таким образом. Шор таким же образом пришел в нашу жизнь. Все, наверное, знаете, что это такое. Борщевик. Хор. Вот из этого инструмента изготавливают хобр. Все, наверное, видели. Хобрах это в переводе означает полая трубка. Вот развитие нашего инструмента хобра. Из травы изготавливали, потом из дерева, из алюминиевой трубки, раскладушки изготавливали в свое время, искали. На сегодняшний день нашли, это пластик, не намокает, не ломается, прямо берестой. Есть дальнейшая перспектива изготовить из металла. То есть, А звук не нарушается, когда вот из других материалов? Нарушается. Естественно, тембр у него очень интересный, мягкий, но как эти инструменты с кожаной дают он достаточно. Ну, требуя сегодняшнего дня мы вышли на сцену с инструментами, уже требуя несколько другие по динамике, по звучанию, поэтому в поиске мой помощник. Вот в чем сложность. Руки есть, уха нет, слуха нет. Или уши есть, рук нет. А что, чтобы два в одном было, и с руками, с ушами, вот нашел я человека. Сколько разновидностей хобр? Вот нашли, археологи нашли из кости животных. Обряды ритуальные. Ну, коль мы уже коснулись духовых Айдықсек, Петр Яковлевич. кик. А, кик. Кик. Кик Вот. Азықс. Передний, задний. Хазинченде, умашка в хазе зам. Овечьи, они чуть короче, это косули. Кик единичку швану там малос. Ну, перешли к духовым. Вот каким образом этот инструмент к нам пришел. Люди этого мира слышали очень интересные звуки, не нашли в этом пространстве, не нашли. Они стали Первый. копать землю. Они докопались до какой-то земли, видят, человек играет на инструменте, они просто его запомнили и, вернувшись в наше пространство, скажем, изготовили. Вот таким образом пришел инструмент.
если пришли духовым, прг. Как музыкальный Прг охотники используют во время охоты, подманивание морала. Манок. А на сегодняшний день мы используем как сигнальный инструмент на мероприятиях, различных концертах, монотах. Вот, изделия. Ну, как морал. И также она делается из дерева. Разный материал, разное у них звучание. Форма видели конусом и две разновидности. И к чарпах. Я Да, вот полено раскалывали, выдолбливаю. потом по сколоту опять соединяли, обвязывали, обстукивали, форму придавали, потом разъединяли и внутренности выбирали. И, ну, без всякой склейки, по расколоту подходило, и обручами из бересты обтягивали. Или кишками заматывали. Кишки высыхают, стягивают. Хотел рассказать про наши шумовые, которые сейчас мы используем в маршрутных ансамблях. Ну, вот это вот коровий мюсь, здесь засыпано зерно, и она обтянута кожей. И вот когда ансамбль играет, Шумовой. я хтрост получается. А вот это вот называется туйгыхтыр, это бараньи копыта. Также ну, вот это вот самый такой, так сказать, архаичный инструмент. Орва готовя. Я Орва. хтрост. Это вот шкура бычья. Здесь засыпано зерно. Вот она вот так играет. Пузырь немец бе? А? Бычий пузырь немец бе? Чух, это бычий мошонок. Машу. Ну, так и своими именами называйте, друзья. Тюйгуршевснус. Нет, некоторые говорят, это звучит Надо неэстетично. своими Поэтому... именами, а то... А вот это вот уже тоже так же в ансамблях у нас применяется. Туйгыхтыр. А не кисаханан немец? Хадих чизм. Можно пидиде. Но мен ойнапшысы, мен биде ойнамайжым. Хайди ойнапшыз. Мен биде ойнапшым. Можно посмотреть. Пасхаш, он всякое разное училище. Это надо... А кимге хайди? Пардон, потренироваться надо. Спасибо. К вопросу о разновидностях хобрых, они отличаются по длине, ну, и стараются по тональности. Это си бемоль, это до, это ля. Вот то, что слышали, это самое низкое звучание, а самое высокое регистр. Пикало. Да?
Ну, мне дали полчаса, всего время вышло. Мастер-класс уже малый зал. Если кому интересно, можете остаться, продолжу.